Юрий Трутнев проверил строительную площадку якутской ГРЭС-2 и обсудил с властями Якутии вопросы развития Дальнего Востока и республики. Таковы итоги второго дня рабочего визита вице-премьера в Якутск. Все подробности у Сергея Алексеева. Первым делом вице-премьер страны отправился в пригород столицы и осмотрел территорию опережающего развития. А после обеда на совещании Юрий Трутнев вручил свидетельство первым 9 резидентам индустриального парка Кангаласы и заявил, что ТОР должен заработать в этом году. В то же время полпред поручил правительству оказать поддержку резидентам. Предприятие уже готово. Единственная проблема, которая может возникнуть с учетом общей ситуации, когда в некотором роде предприятия могут испытывать определенные сложности в своих инвестициях. С этой точки зрения правительство сегодня получило задание оказать помощь, и такие возможности мы имеем. Если вдруг возникнут вопросы, то мы поможем. Также Юрий Трутнев провел совещание по подготовке к 6-м международным спортивным играм «Дети Азии». Масштабные соревнования пройдут с 5 по 17 июля в Якутске. Ожидается участие спортсменов из 38 стран. Следующий день визита вице-премьера страны начался с осмотра строящейся площадки ГРЭС-2. Станция готова на 80% и будет запущена в октябре этого года. Об этом рассказал директор РАО «С Востока» Сергей Толстогузов. Современный высокоэффективный энергообъект сможет поставлять одновременно и тепло, и электроэнергию. Причем себестоимость производства энергии на ГРЭС-2 значительно ниже, чем на других станциях. В перспективе предусматривается 3 базовых источника тепла. Это якутская ГРЭС-2. Потом повысительная котельная, которую мы следующим этапом уже начинаем работы по нему на базе якутской ГРЭС. И якутская, это 3 базовых источника тепла, будут практически покрывать 80% тепловой нагрузки города. Но и планируется вывести из эксплуатации практически 80% действующих котельных сегодня в городе. Это серьезная большая работа, которую мы будем с городом проводить, с республикой в этом направлении. Однако на встрече с журналистами Юрий Трутнев отметил, что сроки ввода якутской ГРЭС-2 запаздывают. Станция должна быть готова еще в конце прошлого года. В правительстве страны определили новый срок – 1 января 2017 года. По словам полпреда, одной из причин затягивания сроков является задержка с поставками оборудования. Неопрятностью поставщиков, которые считают, что поставка оборудования может каким-то образом рассматриваться в свете санкций. Мне кажется, что это просто наносит ущерб деловой репутации компании, и это принципиально неправильно. Когда люди получили деньги, когда они заключили контракт, они обязаны поставить оборудование. Если этот механизм будет разрушаться вообще доверие в мировой торговле. Социально-экономическое развитие Якутии стало следующей темой очередной встречи, которую провел Юрий Трутнев. Стороны обсудили реализацию антикризисного плана, рассмотренного на совещании у премьер-министра страны Дмитрия Медведева. Подобные мероприятия планируется провести во всех субъектах ДВФО. Позже на заседании правительственной комиссии, по словам Юрия Трутнева, будет принят антикризисный план в границах всего Дальнего Востока. Сергей Алексеев, Иван Семенов, НВК «Саха-Якутск». Кроме этого, Юрий Трутнев и Егор Борисов прокомментировали возможную продажу акций компании «Алроса». Этот вопрос детально обсудят в правительстве России. Здесь надо найти и предложить руководству страны наиболее точные и правильные решения, отметил полпред. Вы знаете, мы эти вопросы еще будем обсуждать на площадке правительства. Буквально после моего возвращения в Москву еще раз будем с коллегами встречаться, обсуждать. Мне кажется, что здесь надо найти и предложить руководству страны наиболее точные, наиболее правильные решения. Любое решение, касающееся такой крупной компании, имеет и положительные, и отрицательные стороны. Какого-то такого решения, что продать именно столько, именно в такой форме, и все будут счастливы, его не существует. У каждого есть свои недостатки, надо все проанализировать. Мы с Егором Афанасьевичем, с руководством компании эту тему обсудили очень откровенно, очень предметно. В принципе, у нас такая довольно близкая позиция. Мы потихонечку будем ее далее докладывать. Позиция республики по отношению к продаже акций компании «Алроса» прежде всего исходит из того, что компания «Алроса» сегодня при всех своих недостатках является одной из самых устойчивых работающих компаний в Российской Федерации. Что касается наших акций, имеется в виду
которые принадлежат собственности Республики Саха-Якутия. И они были решены уже соглашением с федеральным правительством о том, что сегодня компания остается под контролем государства, и наши акции участвуют в этом процессе. А что касается 8%, то они прежде всего защищены законом республики, в управлении акциями, которые мы определили, что они будут едины государственными акциями республики. Поэтому речь не шла.